Вот многие руководители общественных организаций уже в пенсионном возрасте. Давайте будем говорить откровенно. Они должны готовить себе замену. И надо отдать должное, вот в этот раз, значит, в ВКТ очень много новых председателей общественных организаций. Или это председатель автономии, или это, значит, председатель местного конгресса. Из чего состоит, например, наша организация? В нашей организации 15 автономий Москвы, у нас есть общественные организации председателей тюркских народов, и также у нас в районе 20 председателей татарских организаций и институтов молодежи. От руководителя автономии татарской организации зависит очень многое. Это он выбирает себе вектор политики. И многие действуют интуитивно, не советуясь, не обсуждая свою деятельность с другими председателями или с ветеранами, будем говорить. Каждый руководитель должен иметь представление. Или это институт. Все руководители общественных организаций должны иметь ясную картину своей организации и татар, которыми они руководят. Сколько татар пишут на татарском языке, сколько татар у него может читать на татарском языке, откуда они приехали, количество молодежи, аксакалы. Должна быть полная картина того населенного пункта, где они руководят. Сколько татар сидят на каких сайтах, какие татары читают какие газеты. И если это руководитель автономии местной, он должен опираться на местную власть. Какие у него выстроены отношения с местным руководством, с другими автономиями. Какой у него план на предстоящий год. Если он работает уже несколько лет, он должен проанализировать свою деятельность. Вот за его деятельность сколько людей начало посещать татарские сайты, сколько людей начало писать, читать и принимать участие в мероприятиях. Очень нужно всегда смотреть, какие татары приезжают из других мест. Постоянный должен быть личный диалог с татарами и с молодежью отдельно. Должны быть коллективные мероприятия. И должна быть какая-то программа для поднятия национального духа. Должны быть беседы, разъяснительные беседы о нужности, необходимости любви татарского языка. И через фольклор, через концерт. Вот один из наших методов – это коллективное пение. Мы все вместе коллективно поем татарские песни. Мы танцуем татарские танцы, пляски. Вот эти татарские пляски, они также поднимают дух, настроение, консолидируют татарскую среду. Нужно всегда смотреть, на каких сайтах, сколько подписчиков, какая у вас рассылка. Вот это очень важно. Всегда должна быть такая деятельность по вовлечению новых участников в свою организацию. Мы должны, не откладывая, воспитывать из молодежи будущих татарских лидеров, будущих татарских идеологов. Мы их должны выбирать среди молодежи. Мы их должны выбирать, их вести и с ними сотрудничать. С молодого возраста, со школьной скамьи выбирать вот этих вот лидеров, чтобы они уже с нами вместе принимали участие в организации мероприятий, общались с нами и дальше их вести в институте и дальше, где они будут работать. Мы должны среди молодежи вырабатывать татарскую среду.
Татарская среда – это единственный наш такой, значит, метод борьбы с ассимиляцией. В татарской среде, если люди, татарская молодежь, и танцуют вместе, и в поход ходят вместе, и в кино, и проводят вместе мероприятия, это значит и женятся вместе, это называется татарская среда. Мы должны вернуться к нашим аллагаям. Есть категория молодежи, которым очень нравятся светские вечера. Светские татарские вечера. Нам тоже давно к ним пора вернуться. Когда родители собираются на определенные мероприятия где-то и приводят своих взрослых детей и знакомят детей. Чтобы это были или бал, или встречи. Разные формы. Мы должны отойти от старых форм. Ну, сабантуй, он и есть сабантуй, он нужен. Но формы, методы, мысли, подходы мы должны менять. Мы должны менять и отойти от этого. Вот. Мы должны заниматься и сельской молодежью, и городской молодежью, но прежде всего у нас идет обращение к руководителям вновь назначенных общественных организаций. Смотрите за положительным опытом, смотрите за методическими указаниями, но нужно всегда коллективно все обсуждать. Правильно ли мы делаем? Или это просто время зря проводим? В каком направлении? Вот. Постоянная статистика, кто в интернете, каких сайтах, какие книги читают, да? Следить, как в школах, контролировать школы. У нас должно быть взаимодействие с государством, со школом, как преподается татарский язык. Это от нас зависит, как он преподается. Это мы, общественники, должны контролировать, как преподносится и как преподается татарский язык в школе. А понимает ли сама учительница то, что она преподает татарский язык? Ее значимость, нужность понимает или нет? Как работают группы в детских садах, татарские группы? Вот как к ним? Проводить разъяснительную работу надо с родителями, чтобы они записывались на татарский язык. Разъяснительную работу с родителем, дети, чтобы родной язык, татары, конечно же, выбирали свой татарский. Это очень важно. И поэтому вот если вы беретесь груз такой, и груз, и ответственность заниматься общественной работой, поэтому все направления нужно вести, и мелочей в нашей работе нет. Во всех отношениях. Детский сад, школа, производство, аксакалы, молодежь, религиозность. У нас вот многие религиозные организации совмещают в себе и, значит, национальные организации. Ну, может быть, это не совсем правильно. Все-таки и национальность – это одно, религия – это другое. Но они неразделимы, и поэтому, значит, во время вягазев нужно всегда говорить о сохранении татарского языка. И проповеди, хазрята, нужно просто с ними нужно разговаривать, чтобы вягаз всегда везде был, конечно же, на татарском языке. Мы не должны упускать ни одного татарина. Вот эта перепись населения, она нас стимулировала. Мы начали задуматься о качестве татара. Нам не сколько количество, качество. Мыслит ли он по-татарски, насколько у него силен внутри иман, рух. Поэтому качество определяется вот этим, как он пишет, как он читает, как он интересуется, как он думает по-татарски. Ощущение себя татарином. У нас сейчас на сайте есть каждые 2 месяца, мы ставим на сайт, значит, нашу программу. Она является дополнением к стратегии ВКТ. Это 32 пункта на русском и 20 пунктов на татарском. Это пункты, которые инструкция, дорожная карта для руководителей общественных организаций. Обязательно посмотрите.